лайма. Вот мелкий, ласковый. Вот она, прелесть такая, хорошая прелесть еще одна. Найдочка, Найда моя хорошая. И бублик, еще вот этот вот бублик. Так, ну что, собираются их пристрелить. Найдочка, да ты моя золотая. Ты моя золотая. Ты моя хорошая, да. Пристрелить хотят. Сказали, либо отравят, либо пристрелят, потому что они мешают людям. Сказали, то, что много, стая собак, они сказали, либо пристрелят, либо отравят, либо решайте этот вопрос доли там. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас ролик приятный для просмотра. Расскажу еще о 4 счастливчиках и начну с Ассоль или Лайма в прошлом. Спасала я всю эту компанию год назад со Ставрополья. Ролик о них был. Сразу и 6. Найда, Багира, Ассоль, Тиша, Миша и Жан. Приговоренные расстрелять. Раздражали они людей, бесили продавщицу из местного магазина. Процесс спасения был нервозным, успеем или нет, так как машины сразу оттуда не было. А ждать, значит, можно не успеть. Ночью приходилось их караулить. Никто на них не откликнулся. Тогда разобрать по одной. Ну, а я выбирать не могу. Повезло им. Я забрала их всех. 3 пристроены, уже в семьях, и 3 еще в пиаре, на передержке. Сегодня про Ассоль. На нее-то я и отреагировала первой. Пушистая мохнатушка. И вот прошел год, и уехала она наконец-то тоже в семью, где есть хозяйские, похожие на нее, пару собак. Со всеми дружит. Им весело бегать в своем саду. Будь счастлива, красавица Ассолька. Чарлика, яркого, красивого, я забирала в январе с Краснодарского края. Сказали, что хозяева вроде уехали, собаку бросили в зиму, слоняется на участке, никому не нужная, потерянный, без еды, добрый, красивый, игривый. Зима, холод, никому не нужный. Забрала я тогда его, и началась передержка в Москве. Оплачивать нечем, тоскливо и тошно куратору, но не прошла мимо. Только просила немцев: помогите, умоляю, больше некому обращаться. И они услышали меня. Они нашли ему семью через несколько месяцев. Спасибо им, и как я рада, что он не засиделся у меня на 5 лет. А взяла его семья, которой подбирали песика, похожего на мою пристроенную ранее там узбекскую собачку Бьюти. Бьюти, спасенную мной в декабре из Узбекистана. Она уехала ранее туда, в Германию, по весне. Бьюти я спасала из жуткого места, где живут 8 000 собак. Вот, спрашивали, как они кушают желудки, вот так вот возим по корытам. Отловленных, конечно же. Сегодня я хочу вам показать только фрагмент одного вольера этих 8 000 собак. Там негде даже стоять, не то что лежать или пройтись, или выгуляться. Там еда не каждый день, каша редко и не всем, только куриные лапки. Вот отсюда я и забирала Бьюти. Это я о прошлом Бьюти отвлеклась. Но сейчас у нее все хорошо. И Чарлик живет по соседству. И совместные прогулки их по лесу замечательные. Будьте счастливы, выстраданные мной. Бьюти и Чарлик. Viel Leinwürmer, aber alles funktioniert. So, so lang wie geht. Nachher eine Entknotung.
So, mit Fliege anmachen. Собачуля Эля из якутского ППЖ. Вроде 2022 год. Как же мне тоскливо вспоминать тот период. Мои глаза жили в ППЖ. 1000 собак там, и надо выбрать. Директор ППЖ спросила, почему продолжают возить сюда собак. Она сказала, что сейчас, в принципе, можно заводить собак, потому что собак рассадили. Вот, она считает, что вот эта норма, можно заводить собак и запускать собак. То есть она считает, что нет никакой переполненности. И выбирала много в агонии, в мороз и жару. Тошно от одного слова «выбирать». Выбираю десятки и круглый год. Не зря ж у меня их так много сейчас. Не всем удается не зависнуть до старости на передержке. Вот Элечка, 4 года у нас просидела, пока я и по ней не прокричала немцам: «Да помогите же, заберите хоть красивых». Я говорила вам, что по фото сейчас не выбирают. Обращают внимание только на крик отчаяния куратора. Спасибо снова говорю немцам. Услышали, нашли семью. Слава тебе, Господи, еще одна уехала. Помыли у грумера, расцвела, заиграла новыми красками. Какая же она красавица! Как же я хочу всем найти дом. Передержка — это временное пристанище, и это измот моих нервов с протянутой рукой. Будь счастлива, Элечка. Друзья, нам всегда нравится смотреть на них, выживших и счастливых. И процесс пиара и выбора собак идет ежедневно. Ведь это моя цель — пристройство. И вот еще выбрали нескольких. И надо срочно сдавать анализы на бешенство и делать титры. На это уходит много времени из-за карантина. Анализы сдаются в единственной на всю Москву лаборатории, и эта проблема — это расстояние. Давайте не упустим шанс подготовить собак, иначе все мои потуги и старания обнуляются. Чем больше мы соберем, тем большее количество будут иметь шанс уехать. Минимум 6 собак, а это 72 000 я должна оплатить уже сегодня. Но это минимум, а лучше хотя бы 10 собакам надо заказать, а это уже 120 000. Друзья, я открываю сбор на титры, на возможность сделать их счастливыми. Пожалуйста, помогите. Их количество надо уменьшать через пристройство. Лучше один раз заплатить и отправить, чем годами оплачивать их передержки ежемесячно. Помогите, кричу я. Пожалуйста, давайте соберем им теперь на титры.